Лето – самое любимое время года. Это пора каникул, отпусков. Реже жаркого солнца и чаще проливных дождей. Именно поэтому, как успели заметить наши телезрители, самые талантливые, Эрудированные, обаятельные, привлекательные ведущие покажем вам летний Владикавказ и его жителей. все герои нашей программы – обычные люди, с которыми мы на лету знакомимся и общаемся на разные темы. Света, с чем у тебя ассоциируется лето? С морем, с солнцем, отпуском, туристами в городе, но вот почему-то не в нашем городе. Я думаю, что это все потому, что у российских регионов недооцененный потенциал. А вот хотя знающие люди говорят, что сейчас на Кавказе наблюдается бурный рост туризма. Но это мнение экспертов. А давай узнаем, где все-таки предпочитают отдыхать наши жители. Скажите, где вы отдыхали этим летом? В Крыму. А вы можете сказать, что вы отдыхали в Майрамадаге и вам очень понравилось? Я отдыхал в Майрамадаге, и мне очень понравилось. О, а вот вы были в Майрамадаге. Скажите, пожалуйста, почему Майрамадаг лучше Крыма? Майрамадаг лучше Крыма, потому что там красивые горы, замечательные люди, приятная атмосфера, очень хороший климат. Мне это очень понравилось. Этим летом я отдыхаю и строю свой замок в Анапе. Вот там и буду. Вы хорошо, значит, зарабатываете, раз дом в Анапе строите. Замок. Замок! По- Это как у Галкина. Нет, не как у Галкина. Лучше? Такая готическая греко-романская архитектура. А можете, пожалуйста, сказать, что вы будете отдыхать в Урздоне или уже отдыхали в Урздоне и вам очень понравилось? Отдыхала в Урздоне очень хорошо, такое обслуживание, везде все. Откуда вы? Питера. Из Питера. А где вы отдыхали этим летом? Или вы сейчас? Грузии. Вы можете сказать, что вот вы отдыхали в Осетии? Мы тут час. Вы знаете, я пока еще нигде не отдыхал, я работаю. А вы можете сказать, что вы отдыхали в Це и вам очень понравилось? Нет. А в Це и так хорошо, да? То, что люди ездят за границей, они очень сильно ошибаются. Я этим летом был в Урздоне, и мне очень понравилось. А чем вам Урздон понравился? Свежий воздух, очень красиво, сервис просто на максимальном уровне, я как будто бы в Европу попал. Кстати, после того, как в Урздоне побывал, мысль о том, что поехать в Бельгию, немного так даже развеялась. На эти деньги лучше в Урздоне побыть все лето, чем неделю в Бельгии. Да что ж там все лето, целый год? Да, по сути, да. Где вы планируете отдохнуть? За пределами города. Должен посетить все уголки Северной Осетии, особенно если это города и села. Интересно посмотреть на то, как живут люди в Содоне. Вы абсолютно серьезно об этом заявляете на камеру? Нет, конечно. Вы уже отдыхали этим летом? Где отдыхали? Нет, только собираемся А где? в Испанию поехать. А давайте представим, что вы не в Испанию поедете, а в пансионат Урздон, и вам там очень понравится. Вот вообразите это. Классная альтернатива. Ой, как же там было хорошо. Мы еще потом на пляж Клеопатры поехали. Я же сувениры тебе привезла. Правда, спасибо большое. Халатик так долго выбирали. Да, я смотрю, ты очень долго Да выбирала. это еще не все. Правда. Тапочки по размеру как раз подойдут тебе. Ой, Свет, лучше бы ты мне магнитик привезла. А знаете вы таких людей, которые в качестве сувениров из отелей привозят халатики, тапочки? Да, конечно, я был сам свидетелем таких людей. Они брали по несколько комплектов тапочек, халатов. А также они забирали бесплатные вкусняшки, вот эти все турецкие. Мы так не делаем. 2 или 3 признака, как отличить русских туристов. По тапочкам и халату. Со всех отелей тапки везут. Да зачем его так подставили? Ну, Нет, просто в на халате Новый год нет. тапки можно подарить. Вы прям типичный русский турист. Моя сестра стюардесса привозит отовсюду, со всего мира, вот всякую такую. Я зубную пасту не покупаю. К сожалению, да, есть, но я сам так никогда не... Абсолютно мы и не думали ни в коем случае.
По каким признакам можно отличить русских туристов от иностранных? Выражение лица, я не знаю, походка. Какое? Они, в принципе, внешне отличаются всегда. Они сюда ходят такие, смотрят по сторонам. Там. Они одеты бывают обычно по-другому. Ну, там. Но вы обычно сами бываете одеты как европеец. Вы не такой, как российский. Конечно. Они не знают меры. Они там буянят, в общем, поведение у них не самое, можно сказать, отвратительное. Но вы так не делаете. Нет, ну так делай, потому что я воспитан по-другому. Я из Северной Осетии, у меня совсем другие корни. Ну, как говорится, в первую очередь я представляю свою семью, свой дом родной. У нас все одеваются как красиво, как все, они в шортиках, громко разговаривают. Русский турист — это круто. Если они едут отдыхать, то они, конечно, отдыхают по полной. Громко орут, пьянствуют безмерно и одевают носки в босоножки. А вы так делаете? Не, я не похож. Носки, сандали, Ага. бриджи, посуда и жилетка с карманами. Вы выглядите так обычно? Не, мы нет. Русские туристы покушать любят. А вот есть же место такое на земле, есть такая точка, город, где вы хотите еще отдохнуть? Ну, это можно было бы, наверное, во Франции прогуляться. А давайте мы сейчас узнаем, где вы отдохнете на самом деле. Вот цените здесь наши путевочки. Только не подглядывайте. Одну. Одну, конечно. Давайте я вам помогу. Турбаза, Кахтисар. Это лучшее, что могло случиться в вашей жизни. Ну, я бы хотела в Италию. У нас есть волшебная шляпа, которая вам предскажет, где вы на самом деле отдохнете этим летом. Мамисон? В Лондоне. А вы? Где-нибудь в пригородах Владикавказа. О, это для вас. Турбаза Дзинага. Это просто идеальный вариант. Да? Давайте вы вытянете путевочку из нашей волшебной шляпы, и мы узнаем, где вы отдохнете этим летом. Санатория Осетия? Неужели я такой это? Какая? Такая только в Лос-Анджелесе. Альфлагер Цей. Ну, у вас Какое у вас счастливое лицо. Конечно. Это же Цей. Но так как мы уже узнали, что вы планируете поехать в Урздон, да, и Испания вам не нравится, давайте мы вам предложим еще вариант отдыха в этом году. Ну, конечно же, в Осетии. Мы ведь развиваем внутренний туризм. Хорошо. Не глядя. Это что? Турбаза Динага. Отлично. Если получится, вот, сыночком, поедем на остров Корфу. А давайте мы узнаем, куда вы на самом деле поедете. У нас волшебная шляпа. Волшебная шляпа. Вы вот тяните путевку. Санатория Осетия. Все, я уже поехал. Сейчас Гриффиндор вытянет. Давай. Турбаза Динага. одну. Все, одну. Я читер. Санатория Осетия. Рекомендую. Ничего себе, турбаза Дигория, Ростельмаш. Это превзошло все мои ожидания. Мы вам желаем хорошего отдыха. Спасибо. Пожалуйста. Я вам желаю того же. Здоровья, будьте счастливы, путешествуйте и радуйтесь жизни. Хорошо там, где ты есть. Не место красит человека, а человек красит место. Хорошо сказал. А вообще повезло людям, в горах отдыхать будут. А ну чем хуже? Давай мы тоже куда-нибудь съездим. Тамиск, Тамиск. Монако? Ну ладно, отдохнем в Монако. Монако!